специальный выпуск новостей в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлундона Йортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о людях, может быть, не очень известных, может быть, не очень заметных в республике, но на плечах которых, это, как правило, женщины у нас, ну, есть и мужчины, лежат ответственность за судьбы своих односельчан, людей, которые живут в населенном пункте, в поселке, в деревне. И имя у таких людей – староста. Вот, вы знаете, я, когда достаточно много же езжу, встречаюсь в населенных пунктах с активистами, то зачастую в населенном пункте нет руководителя администрации по разным причинам. Либо просто не берет на себя ответственность никто из местных депутатов, либо это затянувшийся период, ну давайте подумаем, кто. И вот в это время, и между этого времени есть всегда староста. У нас в республике таких 182 человека, люди, которые взяли на себя ответственность, в 17 муниципальных образованиях. То есть нет старост у нас в Ухте, нет в Воркуте и в Краткеровском районе. А в остальных 17 муниципалитетах, а это более 43 тысяч человек, несут на себе такую огромную нагрузку старосты. И для этих 43 тысяч человек староста – это все на селе. Это и местная власть, это и человек, который может помочь доставить дрова, это и человек, который может в случае необходимости помочь обеспечить водой, продуктами, помочь через сам или через волонтеров. Это люди, которые пишут обращения по просьбе односельчан мне, как главе республики, руководителю муниципалитетов. То есть это надежа и опора местных жителей. Я вот хочу сказать, что я с этого начал, что это люди, может быть, иногда и незаметные, люди, которые стараются не особенно вот себя как-то показывать, но они на самом деле очень надежные, очень хорошие помощники своим, я уже сказал, односельчанам. Я в этом году, вот в предстоящем 22-м, считаю, что нужно будет провести такой слет, республиканский слет старост, собрать их в Сыктывкаре, вместе всех, и послушать, какие есть проблемы, вот именно с точки зрения непосредственно человека, живущего и отвечающего, живущего в глубинке, отвечающего за чаяния своих односельчан. Почему? Потому что это действительно будет реальный голос и реальные проблемы, которые обязательно надо знать. Вот мне совершенно точно, а дальше и правительству. Однозначно будут на этом слете или на этом съезде старост будут и члены правительства, потому что нужно знать и понимать соль земли, вот какие проблемы у жителей республики вот в таких глубинках и в населенных пунктах, может быть, повторяю, не совсем видных, заметных и так далее. Точно совершенно эту работу проведем, потому что у очень многих, я когда встречался, есть практики, которые наработаны опытом, просто наработаны житейским вот таким сметкой, смекалкой. А у кого-то в других населенных пунктах, у старост, это является пока нерешенным вопросом. И это очень важно, чтобы люди на одной площадке обменялись, послушали друг друга, послушали тех, кто чего-то добился, у кого есть чем поделиться. Ну и, соответственно, вот дальше возьмем это за такую хорошую практику, там, может быть, раз в 2 года собирать старост. А самое главное, по результатам этого поручения ответственным министром, зампредом, с тем, чтобы облегчить и улучшить жизнь нашего населения вот в таких населенных пунктах, деревнях, селах, труднодоступных населенных пунктах. Это, в общем, я считаю, что дорогого стоит, и это очень важно.
это вся информация. В заключении скажу об эпидобстановке. За сутки мы сегодня показали рекордный минимум. Вот я посмотрел, за 1,5 месяца, за середину октября и за ноябрь, и за начало декабря у нас самый низкий сегодня уровень вновь заболевших – 279 случаев. Мы пока не радуемся этому, просто фиксируем, что сегодня вот планка заболевших снизилась до такого самого рекордного. Понятно, что это много, но, по крайней мере, 1,5 месяца было значительно больше. Вы помните, что и 400, и за 400 случаев. Все-таки 279 – это хорошо. При этом вчера было 281, то есть такое идет снижение. По городам и муниципалитетам все то же самое. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Сосногорск. Среди заболевших сегодня 279 человек, ни одного привитого нет. Вот я общаюсь же каждый день, вы же мне пишете, я смотрю по тому, что преобладает. Вот в основе того, что вы спрашиваете или советуетесь, или там считаете несогласным с чем-то, очень часто вопрос о том, что привитой заражает непривитых. Ну вот, вы знаете, я говорю, что в эпидемиологии есть законы, как в любой науке. В эпидемиологии закон основной – это когда большинство, это признак эпидемии, заражает следующее большинство или следующее население. Вот если у нас, а я вам не случайно вот эти последние там уже месяц привожу аналитику среди заболевших, сколько привитых. Для чего я это делаю? Для того, чтобы лишний раз доказать, что, к сожалению, все наоборот. И вот кто говорит сегодня, что привитые заражают непривитых, это не имеет никакой основы. Ни научной, да, ни статистической. Наука, я вам говорю, что эпидемиология говорит вообще об обратном. То есть, когда заболевший человек заражает незаболевшего. И как раз привитой – это тоже человек у нас, по сути, сегодня здоровый. И заражает его новый заразившийся. И вот у нас последнее, видите, я месяц вам говорю о том, что сколько среди заболевших привитых. У нас привитых среди заболевших максимум было 10%, а так это 1-2%. Вот сегодня, повторяю, ни одного привитого среди заболевших нет. То есть все заболевшие – это люди, которые заразились от больных людей и, соответственно, заражают других. То, что нет привитых, это лишнее еще раз подчеркивает, что у привитого есть антитела. И именно антитела его защищают. Иногда вы спросите, почему же привитые все-таки попадают? Потому что, опять же, либо привитой говорит, что я привит, но уже прошло 7 месяцев. Да? Либо он говорит, я привит 2 недели назад и поехал на свадьбу. И на свадьбе среди 100 человек, понятно, циркуляция вируса, а у него еще не сформировался иммунитет. Я вам об этом очень много и часто говорю, что после того, как привился человек, 4-6 недель покой и как можно меньше контактов. До того момента, пока наработаются антитела. По умершим, к сожалению, у нас опять 12 умерших, но опять же, среди умерших нет ни одного привитого. То есть заболевают непривитые и умирают непривитые. Поэтому нужно прививаться. И привитых у нас на сегодняшний день 336 022 человека. Это очень хорошо. Спасибо вам большое, все, кто привились, и те, кто думает привиться. Прививаться надо, не нужно раздумывать. Я сегодня в очередной раз вчера отвечал женщине на ее сомнения в части того, что вот у нее есть заболевание, и это заболевание является медотводом. Какое заболевание? Заболевание тромбофлебит. Я говорю, вы знаете, это вам надо бегом бежать прививаться. Человек спрашивает меня, почему? Я говорю, да потому что у вас уже склонность к тромбозу. А ковид, в первую очередь, он не легкие поражает, как считают очень многие люди. Он поражает как раз свертывающие системы крови, я уже об этом часто говорил. И наступает тромбоз. А если у человека уже склонность к тромбозу, то есть у него риск оказаться на реанимационной койке и умереть
значительно выше, чем у человека, у которого нет тромбоза. Поэтому вот женщина мне звонит и говорит, ну у меня же медотвод. Я говорю, какой медотвод? Тромбоз. Я говорю, да вы что? Это прямое показание к тому, чтобы бегом вакцинироваться. Ну вот, вроде убедил. Поэтому по остаткам вакцины у нас более чем достаточно. 129 831 доза. Поэтому, еще раз повторяю, нужно вакцинироваться. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.